Здравствуйте, друзья! Я приветствую участников Всероссийского форума «Поколение ЗОЖ». С 18 по 21 августа в Республике Башкортостан проходил Всероссийский образовательный форум «Поколение ЗОЖ». Открытие состоялось на базе Башкирского педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы в формате ток-шоу. Приветствовали участников заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов, ректор Акмуллинского университета Салават Сагитов, председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова. Форум действительно организован совместно с нашей организацией «Волонтеры-медики». Эта история очень важная в плане того, что популяризация спорта, здорового образа жизни, питания, всех составляющих здоровья и охраны здоровья для нас приоритетное направление. Ну а молодежь – это формирование фундамента и будущего нашей страны. Цель форума «Поколение ЗОЖ» – формирование сообщества, которое объединяет людей, предприятия и общественные организации, практикующие популяризацию здорового образа жизни. У нас так учили: в здоровом теле здоровый дух. Мы искренне всему это верили, думали, что так оно и есть, что будет, если здорового тела будет здоровый дух. Оказывается, немножко не так. И эту фразу придумал поэт Юлиан. Он жил давно-давно, еще до нашей эры. Звучит она совсем по-другому. В здоровом теле должен быть здоровый дух. Поэтому я призываю вас и обращаюсь к вам всем. Действительно, здоровое тело, оно необходимо, а если еще в здоровом теле будет здоровый дух, вот тогда можно говорить, что вы не зря кушаете хлеб и не зря делаете свое дело. Автоматически ничего не происходит. Уже 4-й раз форум собирает самую здоровую и яркую аудиторию региональных координаторов федерального направления «Здоровый образ жизни», волонтеры-медики, кураторов штабов здоровья, участников марафона «Ценности здорового образа жизни», «Поколение ЗОЖ» и других неравнодушных к этой теме людей. От форума мы ожидаем, во-первых, набраться опыта, потому что для нас это все новое. Будут различные кейсы, лекции, какие-то тренинги, поэтому мы собираемся набираться опыта, который нам кардинально нужен, и развивать это все у нас. Организовано 5 образовательных треков: здоровое питание, коммуникации, про привычки, стресс и режим дня. За 4 дня участники в формате воркшопов, мастер-классов и кейс-игр получили мотивацию к ведению здорового образа жизни, узнали, как популяризировать информацию о правильных привычках, а также обсудили развитие деятельности штабов здоровья в регионах России. У нас на сегодняшний день не только в нашем университете штаб здоровья, но есть еще 15 штабов здоровья во всей республике. И мы бы хотели после этого форума увеличить количество штабов здоровья. Мы пригласили специально тех студентов, где еще не открыты штабы здоровья. Это у нас Нефтекамск, Белорецк, то есть те районы, в которых мы бы хотели открыть, и в дальнейшем они бы с нами работали. Форум проводится в рамках федерального проекта укрепления общественного здоровья национального проекта «Демография».